Вот, собачки у вас очень гостеприимные, наша тоже, она вам непременно помашет. Технопарк не перестает поражать своих участников. 3D-моделирование, лазерные технологии – все это сразу же заинтересовало школьников, которым уже во время открытия показывали разные удивительные механизмы. Сильно понравился механический робот, механическая рука. Мне еще к тому же хочется увидеть в будущем многие новые технологии. Такие технологии могут помогать врачам и многим другим. Я испытала шок, потому что я вживую никогда в жизни не видела такого. Если у меня появится возможность, я еще буду приходить на такие мероприятия. Юлия Фукина, директор детского технопарка «Кванториум», рассказала, что были привезены исключительно технологические программы, то есть 8 технологических направлений. Среди них виртуальная реальность, космические технологии, программирование, нейротехнологии, робототехника. Мы сегодня дадим возможность им руками потрогать это все, попытаться самим собрать, используя определенные устройства, станки и программы, чтобы вот это все мы привезли с собой в мобильные лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ. Это огромное количество оборудования, которое сегодня вашим ребятам мы продемонстрируем и дадим возможность его использовать. Это не первый приезд технопарка в страну, ведь такие проекты пользуются немалой популярностью в республике. Но сейчас программа отличается от той, которая была в первый приезд технопарка. Единственная страна, где мы уже дважды побывали. Мы ездим в разные страны. Это большая программа, где технопарк демонстрирует, обновляя все новые технологии из года в год. Но вот конкретно у вас мы рады, что мы второй раз, что это востребовано. С 2023-го мы очень сильно изменили все технологии, которые вновь появились или как-то усовершенствовались. Мы и внутри открытия самого, где мы ребятам рассказываем, что происходит, и внутри мастер-классов целиком меняем все, что показывается. С приветственным словом присутствующим обратилась Татьяна Степанова, исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии. Она пожелала ребятам удачи и успеха в их начинаниях. Также пригласила выпускников школы к участию в квотной кампании на 2026 и 2027 годы, которую ежегодно проводит Россотрудничество. Отрадно, что технопарк масштабируется в Абхазии. Так, в 2023 году образовательные мастер-классы прошли в Сухуме, Гагре и Гале. В этом году к марафону присоединились Гудаута и Ачамчира, где примут участие более 1200 детей. Это прекрасная возможность для ребят прикоснуться к миру инноваций, высоких технологий и получить ценные знания, которые, мы уверены, станут фундаментом для будущих успехов. Во время мероприятия директору вручили подарок для школы – картину, созданную при помощи ИИ-технологий. Проведение таких проектов очень важно и имеет большое значение для страны. Проект образовательных мастер-классов мобильного технопарка имеет большое значение для нас. Он объединяет более 1200 детей, наших учеников. Мы искренне рады видеть такое количество талантливых ребят, стремящихся к новым знаниям и готовых осваивать самые современные технологии. Вы, молодые и талантливые, должны строить новую Абхазию, развивать ее экономику, создавать инновационные технологии. В этом году это самый интересный проект, потому что виртуальный мир любят наши дети. Мы рады, что сегодня есть такая возможность на базе второй школы. Пригласили среднее звено, но этот проект продолжится. В дальнейшем, я думаю, что будет охват и других классов. Цель проекта – развитие инженерного и цифрового мышления у школьников, а также обмен опытом среди педагогов. Айлита Арутюнян, Аля Самичба, Абхазское телевидение.